О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. В Ленске появились новые теплые остановки, пассажиры успели оценить комфорт и предлагают распространить такую практику на другие районы города. Невыносимая жизнь в Борисовке 3. В собственных квартирах жильцы вынуждены передвигаться осторожно, иначе дом может обвалиться. Расскажем подробности. Хакатон в Южной Якутии. Программисты в Нерюнгри за определенный промежуток времени должны сообща решить какую-либо задачу. Насколько сложными оказались задания. Олонхо на русском языке. Артистка Мирнинского театра Анна Черданцева представила в Якутске моноспектакль «Нюргун Ботур стремительный», что отметили зрители. В разгаре первенства Дальнего Востока по хоккею среди юношей сегодня в Якутске играли «Полярные волки» и «Амур». Как организован турнир? К реальным срокам лишения свободы приговорены бывший генеральный директор Фонда развития предпринимательства вместе с подельниками. В суде установлено, что гендиректор фонда в соучастии с другими подсудимыми регистрировал на подставных лиц незаконные коммерческие организации, подделывали необходимые документы, организовывали выдачу заемщикам средств господдержки в виде невозвратных займов. Ущерб оценили в 177 миллионов рублей. Так, бывшего гендиректора фонда приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальным осужденным назначено наказание от 7 до 9 лет. Генеральному директору фонда по итогам рассмотрения назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным лицам назначено наказание от 7 до 9 лет лишения свободы, реального лишения свободы. Также в зависимости от роли назначены наказания в виде штрафа от 400 тысяч рублей до 2,5 миллиона рублей. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил. А пострадавшие от нападения медведя сотрудники компании «Русгазбурение» проходят лечение в отделении травматологии научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Иван и Эльдар, так зовут пострадавших, выразили благодарность своей бригаде. С помощью коллег им удалось выжить в схватке с разъяренным хищником. По словам Эльдара, за время нахождения в Витиме им предоставили очень хороший уход. Местный хирург профессионально наложил швы, что это даже отметили врачи из института Склифосовского. Также Иван и Эльдар выразили слова благодарности всем, кто переживал и поддерживал их. Идем далее. В Москве продолжает свою работу форум-выставка «Транспортная неделя». Ключевое событие, определяющее развитие всей транспортной отрасли страны и регионов на десятилетия вперед. На месте событий находится наш корреспондент Айсена Бурнашова. Она выходит в прямой эфир. Айсена, привет. Расскажи, каким проектам Якутии дали зеленый свет, о чем сегодня говорят на транспортной неделе. Сережа, я тебя тоже приветствую. Ну что, следует отметить, во-первых, что транспортная неделя стартовала в Москве, проходит в Гостином дворе. И здесь интересно и регионам, и профильным ведомствам, связанным с транспортом нашей страны, поскольку именно в этом здании проводятся переговоры, сессии. Прямо сейчас стартовало пленарное заседание. И, конечно же, здесь подписываются соглашения о сотрудничестве. А еще в Гостином дворе проходит выставка с разными эксклюзивными вещами. Как говорят эксперты, это настоящий штучный товар, поскольку он еще не был представлен широкой публике. Но так как мы находимся на улице, хочется познакомить вас вот с таким вот речным транспортом. Это лодка, которая еще до этой выставки не была нигде представлена, и сейчас она знакомится, так сказать, и с городом, и с участниками транспортной недели, и с москвичами и гостями столицы. И мы находимся возле Гостиного двора на улице Ильинка, и вы, конечно, можете видеть здесь поток автомобилей. Это и крупногабаритный транспорт, и легковушки, седаны. И все это неспроста, ведь транспортная неделя как-никак. И здесь тоже говорят о разных видах транспорта. Но Якутию, как самый большой регион, конечно, интересует авиасообщение. И вот теме авиации здесь поставлена огромная роль. На самом деле, через 2 часа в 17:30 по московскому времени на площадке
транспортной неделе состоится запуск аэропорта Черский, который с 2021 года был на реконструкции. И вот спустя 2 года открыли взлетно-посадочную полосу. Сегодня уже совершил свой первый рейс самолет, направляющийся из Якутска. И, кстати, поздравляю всех якутян и жителей этого прекрасного поселка Черский. Подписание соглашений, разные классные мероприятия, связанные опять же с транспортом, все будет проходить здесь, на площадке транспортной недели. Так что мы на посту, коллеги, мы работаем, зеленый свет нам дали, а еще запускают аэропорт. Кстати, следует отметить, что в программу реконструкции по Якутии вошли 15 аэропортов. Черский является 9-м по счету, который прошел реконструкцию. Впереди еще несколько аэропортов. И вся программа реконструкции закончится в 2024 году. Так что новенькие аэропорты ждут якутян. Айцена, спасибо. Ну что ж, будем ждать от тебя новые подробности транспортных решений, особенно важных для Якутии. А пока продолжим программу. Добраться по железной дороге без пересадок из Нижнего Бестяха в Иркутск можно будет с 18 декабря. Об этом сообщают железные дороги Якутии. В целом, по новому графику движения поездов, вагоны без пересадочного сообщения Нижний Бестяк-Владивосток будут курсировать через день, начиная с 17 декабря. А с середины июля до конца августа перевозки начнутся ежедневно. Между тем, официально назначен новый транспортный прокурор. Приказом генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Так, Артем Ильин освобожден от должности прокурора Мегино-Кангаласского района и назначен на должность якутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Представил нового руководителя заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора, старший советник юстиции Игорь Медведев. Проведена рабочая встреча с поднадзорными органами, поставлены рабочие задачи, определены приоритеты работы. Во благо, значит, народа, республики и интересов Российской Федерации будет работа на обеспечение законности, защиты прав граждан, борьбу с преступностью и коррупцией в транспортной сфере. Дела я в настоящее время принял в составе комиссии Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и приступил к своим обязанностям. В Ленске появились новые остановочные павильоны. Пока их только 2, установлены они в центре города, но пассажиры уже успели оценить комфорт и предлагают распространить такую практику и в других районах города. Продолжит Светлана Болеева. В ноябре столбик термометра по утрам порой опускается ниже 20 градусов. Выходить из дома и отправляться на стылую остановку не очень-то и хочется. Привнести чуть больше тепла и сделать ожидание транспорта комфортнее должны новые остановки с обогревом, которые стали появляться и у нас в городе. Дождаться автобус в комфортном теплом комплексе можно на 2 остановках «Почта», расположенных по улице Ленина, напротив почтового отделения. Современные павильоны состоят из 2 модулей – открытого и закрытого. Это хорошо, конечно, что теплые остановки сделали, что зимой есть куда зайти погреться и постоять, и наши долгожданные автобусы подождать. Красиво сделали. Можно посидеть и автобус подождать, и в телефоне посидеть, вон как дети сидят. В открытом модуле для комфортного ожидания транспорта установлены скамейки. Внутри комплекса температура воздуха регулируется тепловой завесой и инфракрасным потолочным обогревателем. Сейчас в павильоне поддерживается 15 градусов. Я вот с работы иду, и, конечно, тяжеловато стоять. Сейчас такая метель, все. Зайдешь, погреешься, хорошо. Так что прекрасно очень. Ну, если бы вообще везде бы на остановках были бы теплые остановки, вот около рынка бы было бы там бы теплые, да вообще везде бы были бы теплые остановки, было бы вообще замечательно. Для заезда мобильных пассажиров установлен пандус. Пока, к сожалению, работает только 1 остановочный павильон. Буквально на днях откроется и 2-й. Администрация города решала вопрос с поиском предпринимателя, который будет арендовать остановочный павильон. Вопрос решен, заключен договор на аренду этой остановки с рестораном «Лена». Они готовы зайти, осуществлять все там работы, предоставлять услуги. Мы планируем открыть завтра ее.
Надо сказать, что для безопасности жителей внутри каждого комплекса установлены камеры видеонаблюдения. Для комфортного ожидания имеются телевизоры и розетки. Ожидая прибытия городского транспорта, здесь можно перекусить и выпить горячий чай или кофе. В плане на следующий год также продолжить эту работу и уже начинать устанавливать в микрорайонах, где потребность есть. Это разведчик, это Алроса, это автостанция Мухтуя. И, конечно, эту практику продолжать и поэтапно по всему городу установку таких остановок продолжить. Уже в следующем году появится теплый остановочный павильон по улице Орджоникидзе около городской стоматологии. Стоимость одной составляет 2,5 миллиона рублей. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел совещание по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Отмечены плохая динамика по реализации мероприятий в нескольких районах и риск неосвоения выделенных средств. Участники обсудили возможные способы ужесточения контроля и иные альтернативы распределения финансирования. На текущий год сумма для покупки жилья для сирот 1 миллиард 345 миллионов рублей. Из них 126 миллионов – это средства из федерального бюджета. То, что касается дополнительной меры поддержки в виде жилищных сертификатов, да, у нас эта мера является региональной, и для того, чтобы эту меру предоставить, у нас имеются критерии. У нас есть критерии в части ограничения по возрасту, отсутствие судимости, психических заболеваний, наличие трудоустройства и установленных целях подтверждения социализированности сироты. У нас размер выплаты определяется исходя из стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья, который утверждается органом местного самоуправления по месту учета. Но жителям микрорайона Борисовка-3 в Якутске приходится жить в домах, которые в любой момент могут обвалиться. Люди в собственных квартирах ходят осторожно и находятся в поисках способов справиться с жилищными трудностями. В проблеме разбиралась Марина Захарова. Перед тем, как пропустить нас в свои квартиры, жильцы предупредили ступать осторожно, поскольку пол во многих местах провалился. Стены шатаются, ремонт не может продержаться и месяцы из-за постоянной деформации здания. Здесь провалилась я тогда уж как могла сама вот заколотила, затела, чтобы не можно было вставать и мыть посуду или что-то достать со шкафчика. И так они живут уже много лет. Проблемы с электричеством. В зимнее время в доме очень холодно. Как только не защищаются местные жители, чтобы справиться со всеми имеющимися проблемами. Например, под тяжелые предметы, газовые плиты, ванны, чтобы те не провалились, под них подкладывают доски. Пользуюсь с раковиной, то значит мне приходится в тазик и в тазик выливать, поскольку ванна не работает. И весь слив идет в ванну. Я, значит, с ванной, если я где-то прозеваю, с ванной учерпываю и снова в унитаз. Мы также узнали, что был случай с обвалившимся потолком в одной из квартир. Тогда только чудом ребенок уцелел. Местность болотистая, из-за чего здания ходят. От этого образуются трещины, которые приводят к таким последствиям. Они уже давным-давно все лопнули. И вот этот вот В1, это мы смотрим дом В1, он вообще повис в воздухе, свая здесь стоит, а дом непонятно как. И может вот он качается весь со всех сторон. Жители провели нас под здание и показали, что большая часть досок растрескалась, а значит высок риск обрушения. Отметим, что это относится не только к 9 домам, признанными аварийными. Деревянные лестницы в подъезды ломаются постоянно, чинят их самостоятельно. Все поехало. Вот в этом части дом может сложиться как карточный лепесточек. Среди жителей аварийных домов микрорайона Борисовка-3 много пенсионеров, многодетных семей, доход которых ставит их в затруднительное положение. Им предложили несколько вариантов, но согласиться на них жильцы не могут. Они нам предлагают 36 квадратных метров или 38 под ключ. То есть как может семья из 6 человек, даже из 4 человек жить в таком... Мы просим у них... Второе предложение у них было, значит, двухкомнатная с доплатой. 1 300 000 сперва было, 1 800 000. Они сейчас нам выставляют 2 400. Квадратный метр был 120, потом 135. И вот в понедельник было озвучено уже 150. Мы с этим отказались. И, значит, или черновая работа, тоже с доплатой. Изначально эти дома являлись лишь временным местом проживания. Туда переселяли погорельцев, жителей аварийных домов. Со временем про них и вовсе забыли, из-за чего им пришлось приватизировать свое временное жилье. Я жила 3 года без прописки. Когда мне пришлось обратиться по какому-то делу, мне сказали, вашего адреса не существует,
мы вам ничего не можем выдать. Тогда мне пришлось идти в Сахавнишстрой, который строил эти дома. И на основании этих документов сделать приватизацию и идти в паспортный стол. Почему? Потому что паспортный стол нам не давал прописку. Тяжелые условия жизни пагубно влияют на здоровье. Из-за повышенной влажности в квартирах выросла плесень, а в зимнее время на полу образуется наледь. У некоторых поражены легкие, жильцы также страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мы будем следить за развитием ситуации. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. К другим темам. В современном мире широкую популярность приобретает такое понятие, как хакатон. В Нерюнгри проводится форум для начинающих разработчиков, во время которого программисты за определенный промежуток времени должны сообща решить какую-либо задачу. Подробности в материале Ивана Лазаренко. В информационно-технологическом лицее номер 24 города Нерюнгри стартовал первый районный конкурс IT-хакатон. Мероприятие проводится в рамках Дней целевого фонда будущих поколений республики и приурочено к открытию школьного технопарка «Кванториум», где школьники смогут совершенствовать свои познания в инженерных направлениях. В рамках данного «Кванториума» 17 ноября состоится открытие современной IT-лаборатории, грант на которую был выигран летом этого года. Данное мероприятие приурочено к открытию данной лаборатории. Значит, перед ребятами стоит задача разработать продукт, который будет отвечать определенным поставленным задачам Кванториума. Это информационное пространство, которое будет помогать в развитии Кванториума в Нерюнгринском районе. Значит, конечным продуктом мы видим мобильное приложение, либо информационный сайт, либо какую-то площадку для реализации задач Кванториума. Первый районный конкурс IT-хакатон собрал 10 команд из 8 образовательных учреждений города. Команда школы номер 1 решила представить на суд жюри сайт, в котором будет собрана вся информация для школьников, интересующихся IT-технологиями. Уникальность нашего продукта то, что мы там создаем портфолио для детей, чтобы они смогли хотя бы примерно понимать, в каком направлении они должны идти. После того, как они пройдут наш не сильно короткий тест, портфолио, они там, получается, у них вылезут некоторые статьи, интересные факты и курсы некоторые о том, как можно там более улучшить их составляющую в сфере той или иной деятельности. Кроме заслуженного признания и звания победителя конкурса, дополнительной мотивацией для ребят стали денежные призы, выделенные целевым фондом будущих поколений республики, которые получат команды, представившие лучшие проекты. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. В 39-й школе Якутска появились стенды, посвященные участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Проект под названием «Якутяне. Герои СВО» в школе реализуют с начала учебного года. На стендах размещены фотографии якутян, героев Российской Федерации, их биографии и справочная информация. Также на выставке представлены родители учащихся школы, которые являются участниками спецопераций. Кроме этого, имеется уголок, на котором подробно описана работа патриотического клуба школьников. Совместно с общественной организацией «Боевые шелкопряды Якутии» ребята плетут маскировочные сети, которые отправляют в зону боевых действий. Сегодня мы не только открываем военно-патриотические стенды, мы выражаем благодарность и признательность нашим землякам, нашим родителям, участникам специальной военной операции. Ну и, конечно, мы понимаем, что это мероприятие именно в первую очередь предназначено для наших ребят, для наших школьников, которые должны понимать, уважать, гордиться своей родиной, любить ее, ну и, конечно, вырасти достойными гражданами. К декаде Олонхо Национальный художественный музей традиционно подготовил ряд культурно-образовательных мероприятий. Так, в этом году пройдут тематические экскурсии, творческие занятия по рисованию для детей, мастер-классы от мастерской национального шитья, публичная программа «Сказочный мир Олонхо» и встреча-беседа с народной артисткой России и Якутии Степанидой Борисовой. Также будет работать выставка «Волшебный мир Олонхо» живописца, реставратора, народного художника республики Тимофея Степанова. Около 30 лет он отдал служению музейному делу. Художникам созданы произведения, в которых нашли отражение образа и сюжета Олонхо, представления и мироощущения, свойственные народу Саха. Состоится публичная программа, посвященная декаде Олонхо, где будет показ фильма «Мой
«Личный дракон» режиссера Милы Кудряшовой. Данный фильм создан в рамках международного проекта «Код дракона» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И прообразом дракона стал персонаж картины из собрания Национального художественного музея, которые зрители воочию могут увидеть в постоянной экспозиции нашего музея. А в Якутском государственном литературном музее имени Платона Аюнского показали моноспектакль «Нюргун Ботур стремительный» на русском языке. Зрители услышали и увидели постановку в исполнении артистки Мирнинского театра Анны Черданцевой. О проекте «Олонхо» на русском языке и впечатлениях зрителей расскажет Марферина Алексеева. Анна Черданцева погрузила зрителей в уникальный мир эпоса «Олонхо», используя игру на хамусе, голосовые и горловые переходы. Она исполнила сразу несколько ролей, применяя высокие и низкие тона голоса. «Нюргун Ботур стремительный» – это уже третий спектакль истории эпоса «Олонхо» в исполнении Анны. Изучением достояния народа Саха она занимается с 2014 года. Артистка поделилась с нами своей мистической историей продолжения проекта, после которого она поняла, что будет продолжать нести «Олонхо» в русскоязычное население. Вот так сижу, жду, когда документы подпишут. И потом совсем близко к уху: «Анна». Я думаю, ну все, прям вот совсем все. И я думаю, наверное, мне это кажется. Еще, то есть это происходило в какие-то доли мгновения. А потом прям совсем близко в ухо, так строго: «Анна, Кылуюн». Я говорю: извините, мне надо выйти. И я побежала бегом в библиотеку. По дороге я звонила Георгию Леонидовичу, говорю: Георгий Леонидович, все, как бы надо работать. Режиссер-постановщик проекта Георгий Нестер увлекся познанием якутского эпоса еще раньше. Он считает «Олонхо» прародителем всех мировых культур и искренне радуется, когда зритель после спектакля проявляет интерес к якутскому языку и культуре. Поможет нам жить дальше, ну а вот подрастающим поколению изучать хотя бы родной язык. Уже не говоря о том, что они наследники вот этой великой культуры. Этническая, колоритная атмосфера спектакля не оставила равнодушными и зрителей. Когда выходила, получается, дух девушки с бубном, это прям так погружает в атмосферу всего происходящего, прям сердце замирает. Чародеем арканом его окрутив от 39 узла. Очень хорошо, что сделано на русском, потому что я как приезжая девочка не понимаю пока что якутского языка, и очень приятно было погрузиться в эту атмосферу именно якутской истории. Мне больше всего понравилось то, как она меняла свой голос, там, то мужской, то старческий, то такой молодой, тонкий. И еще она изображала такие звуки интересные, вот. Меня это очень поразило. Будет кровь твоя, так бессмертную мощь обретя, без жалости играя, шутя, губи и круши, дави души. Очень много выучили прям, и очень экспрессивно все это показывали. Мне это очень понравилось. Показ реализован в рамках президентского гранта поддержки творческих общенациональных проектов в области культуры и искусства и приурочен 130-летию со дня рождения Платона Аюнского. Написанный в 30-х годах 20 века героический эпос и сейчас остается актуальным, а уникальное исполнение «Олонхо» на русском языке является пропагандой якутского искусства для русскоязычного населения республики. Марферина Алексеева, Иван Саракаумов, Якутск. Теперь о спорте. В Якутске проводят первенство Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 14 лет. В этом сезоне играют 7 команд, в том числе из городов Чита, Хабаровск, Сахалин и Владивосток. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Сулус» играли команды из Амурска и Якутска. Игру увидела моя коллега Даяна Федорова. На льду соперничество за награды вели две команды – «Полярные волки» и «Амур». В этом сезоне турнир проходит в выездном формате, то есть 2 игры дома и 2 игры в гостях. Играют команды в 3 периода по 20 минут 2 дня подряд. По итогам первого периода счет составил 3-1 в пользу команды «Амур». Игра такая хорошая, быстрая, силовая.
умная такая игра, ребята тактически хорошо подготовлены, играют в передачу, технически развиты. Ну, хорошие ребята, в принципе, хорошие команды. Играют на уровне обе команды. Там просто чуть-чуть нашим, конечно, ну, не повезло нашим, там забили таких 3 гола. Хорошие бросочки были. По итогам 3 периодов игры победу вырвала команда «Амур» со счетом 7-1. Заключительный турнир состоится в четверг, поэтому у полярных «Волков» есть шанс забрать свое. Максим Харлампьев играет в хоккей 9 лет. В команде он в позиции правого нападающего. Несмотря на результат этой игры, полярные «Волки» не унывают и оценивают противников по достоинству. Ощущалось довольно-таки хорошо. То есть мы играем с ними наравне. Бывает там моменты реализовывают. У нас тоже моменты были, но мы их не реализовывали. А так физическая подготовка, наверное, ну чуть-чуть сильнее будет. У Амура хорошая команда, все ребята ровненькие. Но у них преимущество в том, что они, во-первых, это у них не первые игры в этом сезоне уже. Мы только начали играть, ну, с ноября, ну, вот игры первые. А Амур, они уже, ну, игр 12 сыграли в этом сезоне. Мы вышли на лед только в сентябре, ну, ввиду там ремонта нашего ледового дворца. А все наши соперники катаются там кто с июля, кто с августа. В следующем месяце выездной турнир пройдет в Хабаровске, затем и в Южно-Сахалинске, где сыграют 6 матчей. Первенство Дальнего Востока по хоккею среди юниоров завершится в марте следующего года. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. И коротко о погоде. Якутию ожидают редкие температурные аномалии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Якутске средняя температура до 19 ноября. Ночью будет минус 17, минус 20 градусов, а днем минус 8, минус 12 градусов. Это невероятное тепло для столицы республики, отметил он. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.